Несмотря на действия официального режима прекращения огня, Таджикистан продолжает перебрасывать бронетехнику на границу с Киргизией. Местные жители засняли дополнительные единицы БМП, которые стянулись к зоне недавнего конфликта. А это реактивная система залпового огня «Град» вооруженных сил Киргизии, тоже в полной боевой готовности. Споры с применением оружия на таджикско-киргизской границе в последние годы не редкость. В 2019 году в перестрелке погиб киргизский пограничник. В мае 2020 из-за недобрососедских земельных отношений были ранены 3 киргизских и 2 таджикских военнослужащих. Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 километров. После распада СССР на ней остались десятки спорных участков, по которым невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами. Несогласованными до сих пор остается около 500 километров. Поводом для очередных трений между соседями стал спор вокруг водозабора Головной на реке Исфара. Он предназначен для полива посевов приграничных районов Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В Душанбе уверены, что водораспределительный узел принадлежит им, поскольку так указано в документах 1989 года. Их оппоненты утверждают, что строился этот пункт исключительно на деньги Киргизской ССР. Таджики решили взять водозабор Раздора под свой контроль и попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередач. Киргизам это не понравилось, и они спилили столбы. Собравшиеся начали забрасывать друг друга камнями. Дело дошло до того, что в ситуацию пришлось вмешаться армии, и военные поначалу действительно пытались договориться. Я прошу, не надо. Вот именно, не надо вот это сейчас. Но потом кто-то начал стрельбу. В Баткене заполыхали пожары. Местные власти говорили, что таджики поджигали дома киргизов. Сообщалось о мародерстве. Люди в ужасе покидали свои дома. Киргизы эвакуировали из зоны столкновения более 2500 своих граждан. В Таджикистане пока переговоры не начались, вопросы границ не решаются односторонне. Мы должны будем делить поровну. Вы скажете, что хотите получить 75%, и я скажу то же самое. Споры так и будут идти, пока в конце не придем к единому решению. В городах мгновенно завязались снайперские дуэли и уличные бои. С применением тяжелого вооружения. Миномет, гранатомет, РПГ, Баткен, Афганистан. Бронетехники. Достань. Красавчик! И ударные авиации. По данным Минздрава Киргизии, ранения и травмы с их стороны получили 134 человека, 13 военнослужащих погибли. Данные о потерях Таджикистана разнятся. Сообщалось о гибели 3 гражданских лиц и ранении 31 человека. Как утверждают в Госкомитете нацбезопасности Киргизии, таджикская сторона обстреляла из минометов 3 их погранзаставы. Здание одного из них загорелось. Киргизский спецназ в ответ захватил одну из таджикских застав. Госкомитет нацбезопасности Таджикистана в свою очередь обвинил в разжигании конфликта киргизскую сторону.
Для создания формата переговоров, путей решения конфликта, ликвидации ущерба и помощи пострадавшим создана особая рабочая группа. В ближайшее время Бишкек и Душанбе планируют провести официальную процедуру раздела границ.